Андрей, это осман, да? И очень редкая расцветка, да, у него? Да, очень редкая расцветка. Это золотой в яблоках и плюс белая грива. Соловый называется. Так вот аккуратненько хочет лечь, почесать шкурку. Разминается, да? При нас стесняется, наверное, да? Бесится. Да. Если лошадь опускает так низко голову, это говорит о том, что она будет ложиться. То есть если вот всадник верхом, например, есть такие лошади, которые со всадником не прочь лечь. В смысле, ты сидишь наверху, а она бац и ложится, да? Да, то есть верхом ни в коем разе нельзя лошади давать опускать голову вниз. То есть она начинает опускать сначала шею низко, потом лапами чуть-чуть копытит и ложится. Он хотел лечь здесь, но там брусья лежат и ищет место. Ищет место, где помягче, да? Испытано на себе. Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сейчас этот выпуск у нас полностью будет посвящен таким прекрасным созданиям, как лошади. И сегодня я попробую узнать и испытать на себе все вот эти вот моменты, которые связаны с уходом за лошадьми. Ну и, конечно же, обязательно попробуем научиться садиться на лошадей верхом. Ну а в этом нам поможет Андрей Полежаев, находится он вот здесь. Андрей, приветствую. Это руководитель конного центра «Мустанг». Приветствую, приветствую, Руслан. Ну, Андрей, давай, наверное, начнем со знакомства. Расскажи, пожалуйста, поподробнее про вашу конюшню. Наша конюшня работает примерно с 2011 года, как именно по реабилитации детей организация это около 3 лет. Мы сделали специальный фонд для помощи детей-инвалидов. Самый важный инструмент в нашей работе – это, конечно же, лошадь. В первую очередь мы заботимся о ней перед каждой тренировкой, независимо это спортивная тренировка или тренировка адаптивной верховой езды. В первую очередь мы всегда начинаем с чистки лошади. Это некоторое знакомство, изучение поверхности кожи на нарушение и проверка суставов. Ну и плюс лошадка также обязательно должна познакомиться с всадником, прочувствовать его настроение, как бы некий такой контакт. То есть я правильно понимаю, что это та лошадка, на которой я буду сегодня? Абсолютно верно. Его зовут Абсент. Абсент? Да. Приятно познакомиться. Это тяжеловоз, очень спокойный конь, выезжен. У нас в нем занимаются детишки от 3 лет и до 93. Ну вот мы сразу начнем с чистки, я так понимаю, да, лошади, с подготовки. Как чистится лошадь? Лошадь у нас чистится. Я сейчас покажу буквально азы. У нас используется скребень и щеточка. Скребень – это такая мягкая резиновая щеточка с тупыми углами. Она делалась для того, чтобы нам приподнять всю пыль из-под шерсти лошади. То есть, ну и такой некий массаж. Делаются круговые движения, начиная с шеи. Вот мы поднимаем всю пыль, вот она здесь остается, все стряхиваем, и по всему корпусу сверху вниз мы начинаем круговыми движениями вычищать. Некоторые лошади чуть-чуть боятся щекотки, но это ничего страшного. Главное, около лошадки это не бояться, потому что лошадь обязательно почувствует запах страха. Да. И все манипуляции, которые мы производим около лошади, они делаются на ровных ногах. Даже если мы, например, начинаем чистку лап, садиться на корточки нельзя. Потому что если будет какой-то момент, лошадь чего-то может испугаться, сделает шаг в сторону, у нас будет слишком мало места для маневра. А когда мы будем это делать все на ровных ногах, мы всегда можем быстро отступить. И чем ближе к лошади, тем безопаснее. То есть если работаем здесь, значит работаем близко. Если работаем
по крупу, круп это задняя часть лошади, тоже работаем близко. Мгм. Все под контролем. Понял. И я так понимаю, что сзади лучше не подходить. Сзади лучше не подходить. Но, тем не менее, это спокойная, да? Спокойная Да, лошадь, это спокойный конь. конь, он работает с детьми, то есть здесь переживать не за что. Но я буду находиться здесь. Так, ну давайте Круговыми начнем. движениями, с давлением прямо, то есть делаем как легкий массаж лошадки. Вот так, нормально, да? Мгм. Круги можно побольше чуть делать. Слушай, Андрей, расскажи про вашу деятельность по ипотерапии. Ипотерапия это что это за термин такой? Ипотерапия – это особенный метод реабилитации людей и детей с ОВЗ при использовании лошади. На самом деле ипотерапия начинается, когда вы только заходите на конюшню. То есть вот это общение, энергетика с лошадью, она уже благоприятно влияет на человека. Ну и также такт шага лошади, он совпадает с тактом шага человека. Я уже об этом говорил. Он, получается, мозг у нас, мы как бы обманываем мозжечок. Мозг начинает выдавать нам правильные сигналы в конечности, именно во время езды верхом. И это очень благоприятно влияет на общее состояние человека. Ну и плюс эмоциональный обмен, когда ребенок с какими-то особенностями сидит очень высоко, для него это впервые. А если есть какие-то особенности, например, ну, то есть ребенок не может ходить, а здесь он все делает самостоятельно, плюс в ключе вместе с лошадью, там разные скорости, разные ощущения. Но это при любых раскладах очень благоприятно влияет на организм человека. Ну, очень интересно. То есть, ну, это достаточно эффективная и во всем мире признанная методика. Буквально недавно ее признали, что эта реабилитация работает. У нас очень много опыта, где мы видели, что дети приезжают реально на коляске, а уходят уже на своих ногах. То есть это все работает. Мы это видели. У меня в левой руке щетка. В левой руке это самая важная щетка. Так, покажи. Так. Этой щеточкой мы уже убираем, то есть всю поднятую пыль и старую шерстку мы убираем. В левую сторону, ну как бы это мне так удобнее. Скребень нам тоже будет использовать обязательно. Левую сторону мы прорабатываем по шерсти длинными движениями с давлением вниз. Сразу же снимаем пыль. Вниз, приподнимаем гриву, также вниз, вниз. Все это делается с давлением. Животик обязательно не забываем. Тяжеловоз это означает, это как не скаковая лошадь, это... Ну вот, например, есть именно виды? абсент, он очень хорошо напрыган. То есть он берет препятствие и 1,20 м в высоту. Отличительная черта у них это мощная грудина, шея, прямо тоже очень широкая, мощные лапы, крупные копыта. И очень часто у тяжеловозов вот здесь идет волосяной покров удлиненный. Они очень спокойно переживают нашу зиму на улице, эти породы. Он больше как бы шерсть у него, да? И помощнее. Да, сам у по себе. него шерсть больше, ну и он, как сказать, повыносливее. Ну, чаще всего, конечно, они отличаются внушительными размерами тяжеловоза. Ну, всё. Тяжеловоз, или я сказал тяжеловес. Ну, и то, наверное, да? В принципе, это одно и то же будет. Всё. Так, теперь другая сторона. Теперь другая сторона. Чтобы лошадь у нас отодвинулась и поняла, что мы хотим ее отодвинуть, обычно мы делаем так. Проходим снизу под шеей и говорим: прими, 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 прими. И все. Легкими толчками в бок и командой прими, он начинает поворачивать. Переходим на эту сторону под шеей. Хорошо. И тут то же самое. Да, и здесь то же самое. Начинаем от шеи и заканчиваем крупом. При хорошей разминке всадник должен, не разминке, а чистке, всадник должен вспотеть. Да? Да, это тоже некоторая такая разминка. Испытано на себе. Если не секрет, допустим, вот приобрести такого коня, например, да, вот сколько это стоит? Ну, Они уже приобретаются взрослыми же, да? Вообще, наверное, самый пик это 2 года. Ну и для скачек это 2 года. Для лошади. Двухгодовалый. Да, двухгодовалый.
2,5 года. Ну, цены, конечно, прямо абсолютно разные. То есть там, ну, такого может быть среднего коня для, конечно, ну, там не для профессиональных скачек, но чтобы можно было потренироваться, наверное, можно взять тысяч за 200. А если речь идет о серьезных скачках, ну, это, наверное, там уже миллионами считывается цена. Лошадей. Одно дело приобрести, другое дело доставить в Якутск, да? Наверное? Это тоже очень Откуда большое. вообще их продают? Их в основном в Москве или Краснодар и Москва. основные Да, такие, да? основные. Это с Краснодара и с Москвы. Но у нас очень много саккумулированных хороших кровей в республике. То есть именно достойные кони с кровью именитых чемпионов мира. Мгм. Так, вроде бы я... Вроде бы все. Кажется, закончил. Проверяем только на свету. Главное, чтобы вся шерстка у нас сияла. Ага, здесь хорошо. Отлично. Переходим обратно. Еще забыл предупредить. Ага. Лошади, они от природы левши. Все Ага. манипуляции производятся слева. Ага. Лошади так лучше видно, и она чувствует себя более безопаснее. М, Прими, прими. Отлично. Так, еще же очень важный момент – это почистить гриву и хвост. Сейчас я покажу, там есть особая методика. Это мы убираем, используем мы другие щеточки. Вот такой вот щеткой мы прочищаем гриву. То есть обычное расчесывание. Прими. Бывает парикмахер для Конечно. Да? У них еще есть свой стоматолог. стоматолога? даже? Да, и мастер педикюра. Слушай, То есть, ничего себе. приходит коваль, начинает обслуживать копыта, потому что к копыту лошади приходит столько же сосудов, сколько и к сердцу. Ого. И здесь за копытами нужно очень внимательно следить, то есть, чтобы стрелочки всегда были очищенные. У лошади каждый день меняются опилки для того, чтобы она стояла мягко и на сухом. Мгм. То есть это очень, ну, этому надо особое уделять внимание. Мгм. Чтобы прочистить хвост и не испугать лошадь, Мгм. прими. Мы проводим рукой по крупу, берем за корень хвоста и вытягиваем хвостик в бок. Мгм. И начинаем такими вот движениями вычищать. То есть от опилочек, от пыли. То есть, если взяться сразу за хвост, лошадь может Неправильно понять. Неправильно понять. Дай-ка попробуем. Тянем. Так, Ага. вот так. Чуть ближе к лошади, еще ближе, ближе, ближе. Вот так, хорошо. За Берем корень сюда. хвоста, чуть ниже и поднимаем. Угу. Мгм. Все, и начинаем прочищать. Вот, отлично. Поймал себя на мысли о том, что я в первый раз держу вообще лошадь за хвост. А в целом, вот как ты пришел к... Ой, что? Ничего страшного. Как ты пришел к этому? То есть, вот, сделать конюшню, завести лошадей? Это изначальная идея и жизнь моей супруги. Мгм. Я был от этого максимально далек. Единственное, вот я увидел, когда пришла девочка к нам заниматься, они 2 месяца занимались, у нее был диагноз ДЦП. И за 3 месяца, то есть я видел, как она приезжает сюда на инвалидном кресле, на коляске на этой, и через где-то 2,5-3 месяца, если я не ошибаюсь, если мне память не изменяет, она уже самостоятельно ходила. И то есть для меня это был огромный щелчок, и я понял, что надо заниматься именно вот этим. Потому что у нас в республике детишек на 21 год инвалидов было около 7 тысяч по статистике. И если приложить усилия, в принципе, ресурс есть, ресурс огромный. Если правильно его использовать, мы можем улучшить качество жизни очень многих детей. Мгм. Ну, это замечательно, здорово. Испытано на себе. Ну что, Так, начинаем начнем? пробовать седлаться. Сейчас, друзья, ну, с абсентом, я думаю, мы уже хорошо познакомились. И сейчас будем, как это называется? Сейчас мы будем Запрягать. седлать. Седлать. Седлать, да. Запрягать это другое. В первую очередь мы используем вот такие вот тканевые пеленочки. Это для того, чтобы она была первым барьером для впитывания пота. Равномерно ее разлаживаем. Обязательно, вот холка у лошади, вот эта вот часть, она тоже очень важна. То есть ее ни в коем разе нежелательно травмировать. Все
манипуляции, которые мы производим верхом или там со всадником или просто на амуниции, в первую очередь надо, чтобы было лошади удобно и не навредить здоровью никак. Даже если мы садим всадника, мы смотрим на его весовую категорию, говорим, как правильно садиться. В первую очередь человек должен быть удобным рюкзаком для лошади. То есть если мы носим неудобный рюкзак, спина потом болит. Да. Здесь все то же самое. Так, щетку. Так, щеточку сейчас мы... Ой, ой. Ай-яй-яй. Эту мы пока оставим здесь, щеточку. Потом вальтрап. Это такой мягкий коврик. Ватный или войлочный он может быть. Это опять же, чтобы лошади было мягче. Чаще всего всадники мы в этих ситуациях не думаем. Нам надо, чтобы лошади было мягко. Вальтрап. Это вальтрап, да. Это у нас меховушка. Многослойный, получается, пирог, да? Многослойный пирог, да. Но если, например, у лошадки что-то побаливает где-то, мы их увеличиваем. То есть или 2 вальтрапа стелим, или 2 две меховушки стелим. Да? А как понимаете, что у нее что-то болит, да? Ну, уже опыт позволяет нам распознавать признаки. Если где-то плечо, например, то есть она начинает чуть захрамывать или не так, потом чуть нервничает, может там ногой стукнуть. То есть у каждой лошади еще свой характер, мы уже начали их понимать довольно-таки хорошо. Все. Двух одинаковых лошадей не бывает, у всех разный характер, да? У всех, как у людей. Здесь мы одеваем седло. Седло у нас одевается примерно вот таким образом. Сейчас чуть-чуть поближе подтянем. Примерно таким образом. От холки, вот эта вот называется часть лука, как рукоятка, должно быть расстояние по высоте 3 пальца. То есть 3 пальца. Это значит, лошади не будет предоставлен никакой дискомфорт. То есть на холку она давить не будет, да? Да, на холку давить не будет, ограничения по плечам не будет, то есть лошадь будет хорошо работать. Это все чистая кожа, наверное, я думаю, Это да? все чистая кожа. Сам по себе, вот, ну, конный спорт это не дешевое, да, занятие? Очень недешевое занятие. Сегодня буду спрашивать про цены, сколько стоит такое седло? Ну, в связи с последними событиями, подорожаниями вообще всего, средняя цена на седло около 100 тысяч. Вот это. 100-120 примерно, да, там тоже начинают уже шагать. Можно, конечно, как для начинающих спортсменов, брать и бэушные в хорошем состоянии, тысяч, наверное, за 30 можно найти тоже, но, конечно, там уже ощущения будут чуть-чуть не те. Затягивается мощно, да? Затягивается мощно. То есть я так понимаю, что как бы сначала сюда, потом подтягиваешь, Подтягиваем. То есть, по идее, вот здесь очень сложно должен проходить один палец. Очень-очень сложно. Есть такие лошади, которые во время седловки надувают живот. Специально? Да, им просто невозможно застегнуть. Но если получается вот здесь вот еле-еле одеть, доходим до манежа, начинаем расхаживаться, приходим, а тут аж на провис такой получается. И опять затягиваем. Ну, лошади хитрые животные. То есть они так это специально как бы делают? Это специально делают. Повод, уздечку. Так, секунду. Нужно наладить контакты, да? Да, контакт Цухелу, как в аватаре. Хвостами Я думал, это этот такой специальный термин. О. Сейчас, подожди. Ну, успокаивает то, что это проверенный, спокойный конь, да? То есть это... Да, но не стоит забывать, что это же животное, индивидуум со своим характером. Может, вдруг у него там сон плохой приснился, ему будет сейчас всем рассказывать его. Так, я бы вас сейчас попросил пройти вот... Вперед? Да, вперед и выйти в манеж. А я сейчас заведу коня. Друзья, ну что, сейчас я много что делал, да, в проекте «Испытано на себе» впервые в жизни. Вот сегодня я, во-первых, подержал коня за хвост, во-вторых, почистил коня и вот подготовили для того, чтобы уже непосредственно перейти в манеж. И сейчас меня Андрей будет обучать ездить верхом на лошади. Но надо сказать, что у меня опыт вообще как бы такой очень небольшой в этом деле. Я так вспомню навскидку, наверное, 2 раза был верхом.
И всегда это был такой размеренный шаг. Но Андрей меня сегодня как бы немного насторожил тем, что сказал, что мы сегодня даже попробуем рысью. Конечно. Самое важное это отметить стремя, отмерить стремя по ноге. Чаще всего у нас совпадает длина руки с длиной ноги до ступни. То есть от замочка на вытянутые пальцы до подмышки вот эта длина должна быть в самый раз. Попробуй, пожалуйста, замерь. Так. Если что, мы увеличим. До подмышки не дотягиваемся, значит нужно увеличить чуть-чуть. Увеличим, да. Вытягиваем. Если что, мы на месте подкорректируем. Хорошо. И у них все пронумерованы здесь, да? То есть можно как бы запомнить? Да, можно запомнить. Ну, это, например, вот если у меня есть свое седло, я его в конюшне оставляю и постоянно, например, знаю, на каком отверстии мне удобнее ездить. Испытано на себе. Так, ну сейчас я попробую без посторонней помощи первый раз, но тем не менее Андрей с той стороны, если, ну, чтобы вы понимали, утяжеляет седло, да? Да, То есть абсолютно верно. делает такой контрвес. Так, ботинки зимние. Зимние ботинки. Широкие. А, все, вроде. Раз. Так, вот так и... Да, абсолютно верно. Раз. Отлично. Опа. Отлично. Сразу у нас идет контроль над лошадью. То есть быстрая техника, повод в руки. Правой рукой за замочек. За замочек мы оттягиваем нужное расстояние нам. Это примерно между второй и третьей меточкой. Вот это вот метки называются. Берем большими пальцами на себя и через мизинчики. Так, Пробуем. правой рукой берем вот так, Ага. потом вот так. Отмеряем. Хорошо. Насколько надо натянуть? Между второй и третьей. Вот в принципе здесь. Так. Теперь правый повод в правую руку, левый повод в левую. Большими пальцами на себя, то есть переворачиваем. А, И мизинец. Вот так. слушай. Потому что если лошадь вдруг резко дернет головой, суставы слабые, они сразу же вылетают. А здесь-то надо постараться. То есть это- у безымянного пальца крепче суставы? Да, правильно? конечно. Только в этом причина. Да. Обязательно еще смотрим, чтобы от угла рта лошади до локтя была одна ровная прямая. Это будет говорить о полном контакте с лошадью. То есть не напрягая ее, но давая понять, что шеф уже наверху, шеф поедет. Так, шеф здесь. Носочки у нас смотрят прямо, пятка тянется вниз. Как будто правая немножко короче стремя. Если правая немножко... А какое удобнее, вот это вот или то? Левый удобней. Прикрытие еще дверь, пожалуйста, закройте. Или как это должно быть? А если вот сюда вот так сделать? Нет. Всем весом на левую. Не, вот в принципе нормально. А так они одинаковые, да? Должны быть У меня, одинаковые. может, ноги разные. Одинаковые, Нет, прям вообще Это идеально по одинаковые. ощущениям. Это значит просто Чуть-чуть. кажется чуть-чуть. Так, все. Так, локти близко к телу, руки над холкой, холка мы уже знаем где. Поясница вытянута, плечи расправлены, подбородок чуть приподнят, смотрим между ушей лошади. Если мы хотим лошадку остановить, мы аккуратно два повода тянем на себя. На себя. Да, то есть вот так тянем. Не на живот, не на грудь, только по краям у пояса. Так. Вот, Сейчас останавливаем его. вот так вот, да? Ага, абсолютно Хорошо. верно. Если мы хотим повернуть налево, мы левый повод тянем на пояс сбоку. Лошадь реагирует. Правую оттягиваем. Ну, чуть-чуть отпускаем, да. Если хотим повернуть направо, аналогично, то же самое в ту сторону. Чтобы лошадь начала движение, мы делаем шенкель. Шенкель – это удар по животу с двух сторон ногами одновременно. От силы удара зависит скорость Ну изначально. да, как от нажатия педали на газ. То же самое. Чтобы уходил без шлейфа, делаем легкое движение, и он потихоньку пойдет. Расслабляемся максимально, все движения повторяем за лошадью. То есть лошадь идет как продолжение нашего тела. То есть верх у нас наш, а низ уже мы контролируем и расслабляемся. Да. Оу. Все, расслабляемся, плечики расслабляем, вперед не наклоняемся, потому что если лошадь вдруг сменит такт, скорость, то это может быть завал. Ну, Завалиться. то бишь падение. А у нас, как и во всех конюшнях мира, есть такая традиция. Кто с лошади падает, тот на следующую тренировку приносит торт и вместе с тренером пьет. Ага. Понял. В каждой конюшне мира эта традиция.
Вообще, как бы с обученного коня упасть это надо постараться, да? Да нет, не надо стараться. Нет? Абсолютно. Каждый, не падал с лошади тот, кто на нее не садился. Здесь у нас у каждого по 200, по 300 падений. Так, сейчас мы чуть расходимся. В первую очередь, все тренировки начинаются с того, что нужно отшагать лошадь. То есть ей надо немножко размять суставы, всаднику надо в этот момент немного привыкнуть. От начала тренировки до конца тренировки разница в движении тела всадника колоссальная. То есть мы когда в первую очередь садим всадника, видно, что как такой деревянный, угловатый такой конструктор. Особенно А к концу тренировки уже прямо видно, как тело расслабляется, таз начинает правильно работать. А в наше время практически у всех сидячая работа, и эти мышцы у нас просто атрофируют. Испытано на себе. Отлично. Тренеру 5. Так, разминка у нас наипростейшая. Нужно еще ближе к голове лошади сесть, еще чуть ближе. Вот так, отлично. Носочек у нас прямо, ага, пятка тянется вниз, ботинки не гнутся, да? Так. Вперед не наклоняемся, маленечко назад. Вот так, хорошо. Сейчас мы по очереди сначала левой, потом правой рукой дотянемся до хвоста лошади. Это для того, чтобы нам косые мышцы немножечко размять и поясницу. Так, сейчас. Вот так беру и левой до хвоста. Вот прям вот до сюда, вот до сюда. Косые мышцы. Один, хорошо. Сейчас узнаю, что такое косые мышцы. Слушай, вот правый-то это все руль, Руслан, это все руль. Праворульный? Праворульный руль. Сделаем чуть-чуть. Хорошо. И потом в конце тренировки сделаем то же самое мероприятие. Мануальщик у нас ходить. На лошади все исправляется. Еще чуть-чуть, вот буквально еще по 2 раза. Давай. Нам надо правую сторону маленько потянуть. Вот левая хорошо уже. Еще. Вот хорошо. Слушай, не ожидал, что такая проблема будет. Что такое-то? В правую сторону. На лошади заново знакомишься со своим телом. Хорошо. Так, этого нам пока достаточно. Колени плотно прижимаем к крылу седла с 2 сторон. То есть в идеале посадка у нас должна быть вот такой. Ноги, то есть носки направлены в сторону головы лошади. Пятка у нас тянется вниз. Колени плотно прижаты к седлу и сидим мы ровненько. То есть пятка, таз и плечо – это одна вертикальная прямая. Пятка, таз. Вот у нас пятка здесь, таз здесь, плечо здесь. Значит, мы ноги маленечко сюда и сами чуть-чуть вперед. Вот так, хорошо. Да. Но главное еще, чтобы искусственно себя не напрягать. То есть садимся удобно, а потом уже верхом тело выровняется. Слушай, ноги в напряжении, да? То есть я все, как бы обхватываю лошадь. Как бы... Именно сейчас, да. А вообще мы не обхватываем, именно ногами мы не держимся. Да. Есть некоторые техники езды, где нам нужно применить колени. То есть для лучшей фиксации. А так это все делается именно на балансе. Самое важное – это баланс. Так, здесь мы сделали мое самое любимое. Левой рукой тянемся до левой ноги 3 раза подряд. Левой рукой? До левого носка. Наклоняемся вперед. Подожди-ка. Есть лайфхак. Еще чуть-чуть. Еще маленько. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Есть. Хорошо. Еще. Да, мы сразу на одну сторону 3 раза и потом на другую 3 раза. 2. Еще. 3. Вот, хорошо. Здесь мы разбудили уже эти мышцы. Да вот что-то я вообще, они, по-моему, никогда не просыпались. Раз, отлично. Еще 2, хорошо. Еще 3, супер. Мы летом делаем такую практику, как йога на лошади. То есть без седла, без ничего, под хорошую музыку. Вот эти вот все непонятные стойки. Ну, конечно, ощущения классные. Так, и еще один момент. Как раз хотел сказать, что следующий испытан на себе, надо на йогу пойти. Немного это. Сейчас мы колени плотно прижимаем, ножку разворачиваем, делаем подъем. То есть встаем и садимся. Встаем и садимся. Вот так надо сделать 10 раз. А я держусь за это? Да. Или... Нет, мы не держимся руками за лошадь. Только за руль. Только за это. Так, пробуем. Встаем. 1. Хорошо, вниз. Еще. Локти желательно не разводить. 2. Хорошо, отлично.
Приземляемся мягче. И 3. Хорошо. Отлично, хорошо. Так, сейчас. Когда смотришь, как в фильмах скачут на лошадях, еще, по-моему, привстают же, да? То есть галопом когда. Да, это они именно Всё стоя кажется- скачут. Все кажется легко. А у рыси, ну, по крайней мере, мы обучаем двум техникам. Это облегченная рысь и учебная рысь. Облегченная рысь, она делается, то есть, когда задние ноги лошади передают инерцию на тело всадника, он делает подъем и посадку, подъем и посадку, подъем и посадку. То есть То во есть- время рыси я не просто сижу как в кресле, Ну, да? конечно же, нет. Там надо работать, чтобы лошади было удобно, надо чуть-чуть поработать. И то есть мы начинаем подъем, посадку, подъем, посадку. И все Ага. движение мы делаем на подъеме, посадке. Но нам лошадь помогает инерцией, выталкивает нам таз, мы ее подхватываем, садимся обратно, касание, подъем, касание, подъем. Это производится так. То есть я как бы на полунапряженных ногах должен находиться, то есть не полностью сидеть на... Самое важное, упор идет за счет вот этой части. То есть внутреннее бедро у нас здесь вот плотно придавлено к крылу, и таз мы выталкиваем вперед и наверх. Вперед и наверх. При этом корпус, по идее, должен оставаться на месте. За счет вот этого рычага сложившегося Ага. мы выталкиваем таз вперед и вниз. Вперед, Ага. вперед. Так, Но ладно, это попробуем. все по ходу дела, оно будет. Если вдруг собираемся падать, просто обнимаем лошадь и ждем, когда я подойду. Ага, Мгм. хорошо. Так, Как шенкель надо чуть-чуть дать. А вот, все хорошо. шенкель. Шенкель – это Так, часть от колена до Ага, ступни. ага. То есть, если, ну, там есть такие термины, типа, работаем правым шенкелем на повороте. А, То есть, значит, нам надо гнуть лошадь правой ногой. Слушай, а вот мы идем, она конусы видит? Он конусы видит? Да, вот эти? конечно. Лошадь вот эту сторону видит до хвоста. Серьезно? Да, у нее обзор почти 360 градусов. Вот здесь только не видит. Это как это, на новых автомобилях, да? Да. Полный обзор. Только единственное, вот перед собой здесь вот не видит, Ага. А, для этого шоры, да, надевают? Мгм. на- чтобы не Лошадь. смотрела в стороны. Ничего себе. Только вперед. Тазом помогаем. Все движения повторяем Только с ты- лошадью. Ты меня только предупреди, когда на рысь будешь. Обязательно. Лошадь можно обучить до 200 голосовых команд. Серьезно? Да, у нас здесь Чтобы понимать. да, две лошадки, именно на которых мы плотно занимаемся ипотерапией с детишками. Мгм. Они обучены голосовые команды. То есть Ага. рысь, стоп, шаг, А. шустрее. Там. То есть лишний раз это слово не надо говорить. Оно может- Я издалека зашел. Понял, все. Это как в фильме «Такси», да, там было? Ниндзя. Да. Руки, локти чуть ближе. Ага, опускаем хорошо. Мгм. А вот сейчас на ходу можешь попробовать подъем и посадку сделать? Ага, Ой, ага. как-то сложновато. Локти главное Ускоряется. собрать. Упираемся, не стараемся Ой. подниматься на стременах, упираемся А. коленями плотно, да, и за счет О, этого понял, рычага, понял, всё. и за счет этого рычага выталкиваем таз вперед и наверх. Слушайте, вот что значит инструктор, да, техника. Так, я в целом, сейчас он не понимает, да, что происходит. Я вам все понимаю. Привык, да? Идет обучение. Так. Главное сильно не заваливать корпус вперед. Так. Еще повыше. Хорошо. Только Ну, повыше надо. Слушай, на совсем маленький промежуток почему-то получается. Ага. А стремена тогда может чуть назад сделать, да? типа? Нет. Нет? Если лошадь... стремена, то есть мы должны всегда как будто бы стоим на земле. Ноги Ага. располагаются именно так. Ага. Это контроль тела. С Ага, контролем еще. тела, оказывается, проблемы. Так. Вот, Оп. хорошо. Долго не стоим. Поднялись, Поднялись, опустились, опустились. поднялись, опустились. Угу. Еще колено почувствовал правое. Хорошо. Ага. Это вот техника облегченной рыси. То есть во время рыси, когда мы облегчаемся, так говоря, то есть, ну, чтобы нам не было сложно. Это типа облегченная рысь. А есть еще рысь учебная. Там нам нужно
плотно сесть в лошадь, максимально плотно мы садимся, это называется глубокая посадка. И во время рыси мы не отрываемся от лошади вообще. То есть все движения, всю инерцию, которую она дает, мы отрабатываем тазом наверх. То есть получается Все передается. все передается, да, нужно отрабатывать именно тазом. Часы. Там уже пресс, конечно, задействован хорошо. Ну вот ты говоришь, стоя там, они едут так легко, попробуй. Да вообще. Очень сложно. А насколько высоко надо вот при рысе подниматься? Или чуть-чуть? Главное погасить инерцию. А, То есть вот эта инерция и сохранить такт, который идет с лошадью. То есть долго не стоять и долго не сидеть. Все в моменте. Испытано на себе. В этом году были соревнования. Участвовали практически все клубы республики. Конечно, то, что редко происходит, маленько уровень не тот, но видно, что ребята серьезно готовятся. И лошадей хорошо подготавливают. Также в этом году мы провели первые соревнования среди детей ОВЗ. То есть у нас вот, вот аутизм, ДЦП. Вот такие детишки у нас тренировались самостоятельно, ездили на лошади. Их оценивало жюри. Тоже мы взяли первое, второе, третье место. ну, здорово. Вот. Видно, как уже тело заработало, оказывается. Так, ноги надо чуть-чуть вперед маленько. Ага, пяточку вниз тянем. Еще обязательно, конечно, должна быть форма у всадника. Форма это... Спортивная? Это физическая? сначала спортивную, потом физическую набираем. Это обязательно, конечно, обувь. Обувь должна быть на плоской подошве с маленьким каблучком. Потом краги или сапоги, то есть вот такого размера, чтобы не оббиваться. Специальные бриджи, у них внутри идет шлея бесшовная, чтобы не натирать внутреннее бедро. Перчатки, тоже обязательная вещь, и каска. Готовимся. Раз, два, три, рейс! Вот, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, встаем, правильно садимся. Встаем, садимся. Надо еще вставать, не наклоняйся вперед. Если он резко остановится, будет завал, а это понял. торт. Так, Управлять не забываем тоже, всегда держим ближе к стене. к стене. Готовимся. Раз, два, три, рейс! Рейс! Правильно, нет? Почти. Только надо еще выше подниматься. Еще выше. Лошадь чувствует спиной, что всадник не уверен в себе. Поэтому она не дает тот И ритм, который останавливается. нужен. Да, то есть он ориентирован на всадника. Так, а я вот когда поднимается, я должен тоже подниматься? Или там, как это? Чувствую, что... Изначально, вот как это делается по черновику, просто встаем, садимся, встаем, садимся, встаем, садимся, пока не поймаем ритм. Так, зайти в ритм с конем, короче. Главное зайти в ритм с конем. Готовимся. Раз, два, три, рейс! Рейс! Оп, 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 оп. Чуть было не было. Так, это что-то я слишком высоко встал, да? Или что? Сильно вперед наклонился. Сильно вперед наклонился? Ага. Так, ладно, попробуем еще раз. Подъем. Подъем, посадка, подъем, посадка. Ага, готовимся. Раз, два, три, рейс. Ну, легкую дай, давай. Рейс. Рейс. Неплохо, Руслан. Опа. Опа. Тормозим, 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 парня. Он говорит, о, получается, как надо прокатить тогда. Ну как? Так, что-то, в принципе, примерно понял. Давай покажу примерно, как это будет верхом, Давай. чтобы было. Так, сейчас. Останавливаем. Так. А спускаемся как? Сейчас правую ногу освобождаем, левую освобождаем. Держусь за вот это только, да? Ага. И спускайся. Да. Растяжечка. Пач. Еще обувь неудобна. Да, обувь такая. Обусловленная нашей зимой.
мы гасим инерцию. Я почему-то думал, что на каждый шаг коня нужно А это практически прыгать. 10 шаг, конечно. тут получить через 2. Молодец. Обязательно нужно хвалить лошадь. Сейчас я принесу лакомство. Пожалуйста, подержи его. Хороший, молодец. Ну 360, оказывается, видишь, да? Там до хвоста. Сейчас хозяин принесет. Лакомство тебе несут. Что идет? Морковка? Так, кормим. Это тоже особая техника. Вкладываем в рот на открытой ладошке. То есть вкладываем в рот. Обязательно покорми. Так. Похвали. Я подержу. Так, на открытой. Угу. Молодец. А так челюсть у них. О, Я помню с детства, а знаешь, как лошадь кусается? Потом я узнал, как кусается лошадь, если меня обманывали, это не то было. Здесь это да. гораздо сильнее, да? Ну все, абсент, молодец. Молодец. Ну как ощущения? Здорово. Слушай. Ну, это практика нужна, как и в любом Обязательно. моменте. Но я так, что-то мне кажется, что рысь сложнее, чем галоп. Нет? Нет. Нет? Кажется, Галоп страшнее? там эмоции перехлестывают, когда кажется, что скорость же дикая, а там ну чуть-чуть быстрее, чем на рыси идет, а там что здесь-то самоконтроль. Ты сказал, да, про коня, который идет 40 км в час, столько рысью, да? Да. А галоп тогда сколько у него? Да, наверное, 45, потому что он очень плохо скачет галопом. Он именно рысак. То есть он красиво рысью идет, он видно, как месит, такие мощные копыта у него. А галопом начинает идти, смотреть невозможно. Ну, все, кто видел, все смеялись. Вот такой вот конь. Но рысит зато шикарно. Это как внедорожники, да, типа на пониженный. Да, абсолютно верно. Выглядит он точно так же. Ну что, друзья, вот такой вот сегодня был у нас выпуск, очень интересный. Андрею большое спасибо. И, во-первых, еще хотелось бы его поблагодарить за то дело, которое он делает. Это ипотерапия, помогает детям с ДЦП, детям с ограниченными возможностями по здоровью. Ну и, конечно, желаем Андрею удачи, успехов. Большое спасибо. Да, чтобы коняшки все было Большое хорошо. спасибо. Так, а у меня еще 2 морковки осталось. Я сейчас... Ух ты, что собрал? Так, держи. Молодец. Абсент. Ну что, друзья, до новых встреч. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24.